Как изменить демографическую ситуацию в Коми? Об этом на неделе говорили в Государственном совете республики. Эксперты отмечают критическое снижение рождаемости в регионе. Такого не было даже в 90-е годы. Продолжит Ольга Коняева. Усилить информирование с точки зрения поддержки, тех же пособий, последствий, да, то есть информировать девочек, девушек именно с этой стороны. Как повысить рождаемость в регионе? Об этом за круглым столом в Госсовете задумались парламентарии, общественники, медики, духовенство. За несколько лет в Коми количество родов сократилось в 2 раза. В 2022 году на свет появилось чуть более 6300 младенцев. Одна из причин – убыль населения и снижение количества молодых женщин в регионе. Отодвинулся в целом по стране и средний возраст первых родов. В Коми это 28 лет. Более чем на 13 тысяч снизилось за 5 лет женщин фертильного возраста. Это от 15 до 49 лет те, кто могут рожать. Один из факторов то, что в 90-е годы было снижение рождаемости, эхо войны и кризис 90-х годов. Но такого критического, можно сказать, снижения количества родов и рожденных детей еще не было никогда в истории республики. Количество абортов в регионе стало меньше на 30%. С каждой женщиной, решившей отказаться от материнства, работают специалисты кабинетов поддержки. Медики, психолог, социальный работник, священнослужитель. И результаты есть. Из 2500 обратившихся сохранили беременность 324 жительницы региона. Конечно, еще есть над чем работать. Тема сегодняшнего круглого стола посвящена репродуктивному здоровью женщин и медицинским абортам. Она у нас возникла не случайно. Депутаты Государственного совета в прошлом году посещали достаточно много медицинских учреждений. И одним из них была женская консультация города Сыктывкар, где врачи и медицинские работники, в общем-то, забили тревогу о том, насколько высоки у нас показатели медицинских абортов в Республике Коми по отношению к средним показателям, например, Российской Федерации. Они у нас превышают в 2 раза. Медики предлагают законодательно закрепить обязательное участие главы семейства, будущего отца, в доабортном консультировании. Такая практика существует в мире. И семейное решение чаще принимается положительное в пользу ребенка. Первые 14 недель женщина находится под влиянием гормонов, то есть она не может принимать такое осознанное решение. Женщина ссылается на материальные причины, на причины психологические, на причины изменений внешности, переживания за работу. Но все эти причины на самом деле решаемые. Да? На самом деле есть большие меры поддержки, о чем мы говорили, социальной поддержки со стороны государства, со стороны Республики Коми. Есть материнский капитал, сертификаты. И на работе есть трудовой отпуск, декретный отпуск. Психологи, специалисты работают с каждой женщиной. Социально важная тема и бесплатная юридическая помощь для льготных категорий. Такую работу ведут республиканские ведомства, администрации муниципалитетов. Есть и специальное государственное юридическое бюро при Министерстве юстиции Коми. На сайте ведомства также размещен список адвокатов, которые бесплатно консультируют, помогают составлять документы. Государство оплачивает их работу. Перечень получателей такой юридической поддержки в регионе постоянно пополняется. Закон о бесплатной юридической помощи в Республике Коми действует уже достаточно давно, с 2013 года примерно. И он в Республике Коми постоянно расширяется. Мы добавляем в них категории. Последняя категория, которую мы добавляли до этого, это была категория участников СВО и их семей. Поэтому, он действительно актуален, и люди обращаются за бесплатной юридической помощью по разным направлениям и по разным вопросам. Правовая помощь нужна жителям региона, освобожденным из мест лишения свободы. С предложением внести в республиканский закон и эту категорию граждан к парламентариям обратилась уполномоченный по правам человека в Коми. Вера Железцова отметила, среди обращений от таких людей просьбы о консультациях по юридическим вопросам в жилищной, социальной, бытовой сфере. Часто это и споры о наследстве, незаконное лишение жилья или отказ в трудоустройстве. Мы понимаем прекрасно, что далеко не каждый, а точнее немногие, освободившиеся из мест лишения свободы, находят себе место на входе
Это подтверждается и статистическими данными МВД России. По данным МВД России, 60% преступлений совершаются лицами, которые ранее привлекались к уголовной ответственности, то есть рецидивистами. Но если брать непосредственно Республику Коми, на фоне России мы выглядим получше. По прошлому году у нас рецидивная преступность составила 42%. Для обоснования поправок в закон нужна детальная аналитика и изучение опыта других регионов, отметили эксперты. На какой срок и по какой тематике должна быть помощь. Но депутаты, безусловно, отмечают важность инициативы. И здесь, конечно же, работают и службы занятости, мы знаем с этими людьми, и пенсионный фонд работает, и работает, жилищные отделы, администрации. Но не всегда даже сами наши граждане, которые вышли для мест лишения свободы, умеют пользоваться электронными сервисами, умеют правильно составить документы, умеют правильно обратиться. А мы как раз и хотим сделать так, чтобы, получив эту помощь, бесплатную юридическую, восстановив свои права, которые были, они действительно не совершали дальше правонарушения и оставались в обществе. Как распределяются лицензии на добычу охотресурсов? Эта тема также стала поводом обсуждения в Госсовете Коми. Один из самых ценных охотничьих трофеев – это лось. Однако лимит на его добычу в регионе снижается. За 6 лет в 2 раза. Сегодня выдается всего 672 разрешения. При этом лимит в Кировской области и Пермском крае более 3000, а в Архангельской области 1700 особей. Проанализировать ситуацию взялся Комитет Госсовета по природопользованию вместе с охотниками и ответственным региональным ведомством. И речь здесь идет в том числе о выделении лицензий. В том числе здесь речь может идти о том, как формируются цифры по лимитам наших биоресурсов, включая лосей. Каким образом наши стимулы в регионе работают на истребление волков, которые стали проблемой не только наших отдаленных населенных пунктов, но и городов. Ну и, наверное, посмотреть на то, как в целом упростить ситуацию, для того, чтобы люди, которым сегодня, может быть, не хватает лицензий, понимали, на что можно еще рассчитывать, как эти квоты могли бы меняться в сторону увеличения, при этом не нанося какого-либо ущерба для нашего леса. Популяция сахатых в последние годы в Коми снижается, отмечают в Минприроды. Среди причин незаконная охота, неблагоприятная погода в период рождения потомства, а также значительная прибавка серых хищников. С 2019 года в Коми ввели вознаграждение за добытого волка 20 тысяч рублей и преимущественное право на охоту на лося. Сумма выплат вознаграждения составила в 2022 году это 4 миллиона 60 тысяч рублей, то есть за 203 единицы, за 203 особей волка. Отсюда можно сделать вывод, что большинство охотников пользуются правом денежного вознаграждения. Уже в этом году охотники Коми добыли 57 волков. В лидерах Устцильма, Удара, а в Усть-Куломском районе местные власти ввели и свой бонус – 10 тысяч рублей за хищника. Эффект жители уже ощутили. Высота снежного покрова увеличилась. Это дало возможность активно использовать уже дополнительные ловушки, которые наши охотники применяют. И эффект есть. У нас только за последние 7 дней в районе Усть-Кулома 3 волка было отловлено. 1 в районе села Носим, 2 в самом Усть-Куломе. Причем это все непосредственно рядом с населенными пунктами. Но в то же время мы видим, количество волков у нас увеличилось по сравнению с тем, что было в октябре и ноябре. Поэтому сегодня усилия нужно просто нам еще удваивать, утраивать. Активная охота на волка уже приостановила рост популяции серых, отмечают эксперты. Это, возможно, и положительно скажется на численности сахатых и лимитах добычи. Кроме того, уже вступили в силу новые нормативы допустимой охоты на лося. В предстоящий сезон он увеличится с 3 до 5% от всего поголовья. Участникам встречи в Госсовете совместно удалось расставить приоритеты и при оформлении разрешений, так чтобы жители Коми законно могли заниматься традиционным охотничьим ремеслом.